Давно вы занимаетесь исследовательской деятельностью, и вот именно связано с Ингушской республикой? Я начал заниматься примерно в 19 году, не помню месяц, ну где-то после выхода на пенсию, потому что возникла необходимость в проведении ремонта башни, и когда просто я обратился Это в архивную башня? службу. Это башня Бека в подворье Бека в Таргиме. Вот, и я обратился за исторической справкой в нашу архивную службу, где мне успешно сказали, что в нашу архивную службу она никакими материалами в этом плане не обладает. Дальше я обратился в другое научное учреждение, это НИИ, где мне сказали то же самое. И то же самое, да, после этого я обратился в археологический центр наш имени Крупного, где мне сказали то же самое. То есть информации никакой нет. Ну, это понятно, в принципе, было достаточно наивно рассчитывать, что ты придешь и все получишь, оба зная о нашей истории. И, по сути, архив собирался с нуля. И тогда мне, грубо говоря, сказали, что вот смотри, если ты сам что-то найдешь, мы на основании этих данных выдадим тебе справку. А не имея никаких оснований, мы тебе выдать не можем, оснований у нас нет. Так и пришлось заниматься. У нас дело спасения утопающих есть дело рук самих утопающих. Вот. И поэтому я оттуда с этой прикладной задачи начал, вышел немножко на более широкий уровень получился. У меня сейчас публикаций нет, но есть материалы, которые требуют еще дополнения, и потом получится очень хороший материал. А вы где, с архива, да, собираетесь? Да, архивные службы, центры, музеи. Последний раз куда вы ездили? Ну, самый последний раз это был питерский филиал архива Академии РАН. Вот как доступ там свободный, там можно исследовать, или надо какое-то специальное разрешение? Ну, частнику можно исследовать, но, честно говоря, у нас архивная служба построена так, что есть ряд документов, которые они крайне нежелательно, практически не выдают, если только ты не являешься исследователем от какого-то научного учреждения. Поэтому я работал под прикрытием, грубо говоря, разных научных учреждений и нашей республики, и Ростовской области. А вот вы за свои средства ездите? Ну да. Кто-то вам там платит? Если сказать в отношении государства, то нет, разумеется. А так я изначально начал на свои средства ездить, а когда они кончились, дальше у меня именно мои братья Тейпа Бековых, они стали помогать, кто слышал, чем я занимаюсь, они спонсорскую помощь оказывали. В результате, честно говоря, получились очень хорошие результаты. Большая коллекция у вас вот этих архивных материалов? Ну, сложно сказать, большая. Нет, я скажу однозначно, меньше, чем у Тутаева Мустафы, и однозначно меньше, чем у Газикова Берсноха. Но у меня есть ряд вещей достаточно интересных. Но, однако, просто напечатать их, что вот такие-то документы, я считаю, этого мало, потому что есть возможность немножко расширить понимание в той области, которые эти документы относятся. То есть они требуют небольшой доработки, небольшого дополнения, которое, как мне видится, оно возможно есть. Опять-таки, возможно, я почему говорю, потому что вообще в деле поиска это такая интересная работа, что ты едешь, ставя себе определенную цель, и ты ищешь одно, а находишь, можешь найти совершенно другое. А вот фотоматериал есть у вас в коллекции? Фотоматериал. Есть некоторые материалы, просто у меня есть материалы, которые не имеют, так сказать, адреса. А если они не имеют адреса, то есть ссылки, откуда они взяты, они не являются как бы ценным материалом, потому что мы не знаем. Было описание маски, серебряной маски в Тушоне, в храме Тушон.
Вы в своих исследованиях когда-нибудь сталкивались с описанием этой маски? Следы ее тумана пропало, кто унес или куда-то перенесли эту маску? И что она из себя представляла? То, что мне довелось узнать, я встречался с описанием в результатов экспедиции Николая Феофановича Яковлева. Это были две экспедиции 21-22 годов. И по результатам его это был набран очень сильный, разноплановый, мощный материал. В том числе там были записи и песни были, и языческие молебны были, которые были записаны из уст Хаутиева. Так, кроме этого, там было около 1000 слов, они собрали, словарный запас, и, соответственно, этнографическая информация очень была большая. Соответственно, в результатах этой экспедиции, по результатам этой экспедиции были изданы несколько отчетов, но те, из которых сегодня сохранились, это издание называется «Верование народа в СССР», и там есть статья, которую написал Евгений Михайлович Шилин, который находился в составе этой экспедиции, и называлась она «Верование ингушей и чеченцев». Вот там он описывает, что в святилище Кок именно им была найдена эта маска, которая находилась на идол был. И на этом деревянном идоле была прибита эта маска. То есть, ну, по-видимому, гвоздики были слабенькие, или дерево было истлевшее. И он говорит, что лично он ее нашел. И по результатам этой экспедиции все материальные артефакты, которые были найдены, ценности научные, они все были переданы в Ингушский научно-исследовательский, Ингушский национальный музей, как-то вот точно он назывался, я не помню, но это музей, который был во Владикавказе. После объединения Чеченской и Ингушской республики и создания Чечено-Ингушской ССР все эти артефакты, все вот, экспонаты музея, в том числе эта маска, были переданы в Чечено-Ингушский краеведческий музей, музей краеведения. Вот. И оттуда все успешно. Он был в городе Грозном, располагался, и оттуда все это успешно исчезло вперед, вероятнее всего, последних действий. Я начал заниматься боевых действий. Поэтому, я начал заниматься этой проблемой достаточно поздно, всего, можно сказать, 4 года назад. И к тому времени уже, разумеется, следов найти было невозможно. И там, кроме этого, был еще целый ряд вещей. Навскидку я сейчас не помню. Это было, там расческа была, еще что-то. В общем, около десятка артефактов, которые были обнаружены. И вот это, но, насколько я помню, эта маска была не серебряная, а медная маска. И это, по-моему, четко описывается в этой статье, поэтому эта статья «Верование народа в СССР» и, по-моему, вторая статья, которая называется «Верование ингушей и чеченцев», там он четко описывает, где он нашел и как он нашел, как он ее увидел. Вот вы куда обращались, когда искали следы? Я был в питерском архиве, филиале архива Академии наук, в московском отделении РАН, архив Академии наук. Я был в Тбилиси, в Госархиве, и кроме этого в Госархиве Тбилиси и в Госархиве в Кутаиси, и кроме этого еще и в Центральный архив, Центральный национальный архив рукописей имени Корнелия Кикилидзе. Вот. В этом учреждении тоже. Ну и по архивам, кроме того, я искал следы оставшихся материалов экспедиции Яковлева еще и в музее. То есть вот Русский музей, рядом с Русским музеем есть еще и его второе отделение. Там он раньше назывался
Музей народов СССР. Часть экспедиции там осталась, часть вообще исчезла никуда, непонятно. Но тяжелая судьба вообще науки и ученых в нашей стране, она не обошла стороной вот эта машина репрессий. И, соответственно, многих ученых, когда репрессировали, соответственно, все документы, которые были у нее дома, они просто выносились, потом отсеивались, и то, что было связано, можно было пришить к политической инсинуации или там какую-то пользу из этого извлечь, они извлекались, а все остальные документы тупо сжигались как макулатура. И в результате очень много документов было потеряно. Поэтому и складывается ситуация так, что многие экспедиции, не только Яковлевская, но и по России очень много есть известных экспедиций, и есть очень много документов бухгалтерского характера, организационного характера, которые сохранились в силу того, что они находились в учреждениях, а материалы экспедиции в большей части находились в частных коллекциях, то есть у тех ученых, которые их как бы собирали. И сложилась она еще и потому, что если мы говорим об этнографических исследованиях, то они как бы бывают двухплановые. Есть общие научные экспедиции, которые изучают, грубо говоря, то, что над землей. И есть экспедиции, которые изучают под землей. Это вторые археологи. Если у археолога всегда был порядок и для исследования обязательно выдавался открытый лист, то у научных экспедиций, как правило, такого не было. И если ты получал открытый лист, ты должен был обязательно сдать отчет, что ты нашел, фотографии прикладывай и так далее. Причем бывало, что и в местные органы власти это шло, или в музей краеведческий, и обязательно в Институт истории материальной культуры. Руслан, а вот вашей деятельности исследовательской, какие вот значимые материалы вы находили? Сами, которые были очень рады, что... Ну, я очень рад, что я нашел хотя бы отзвуки этой экспедиции Яковлевской. Это дневники Пожидаева, который как раз входил в эту экспедицию. Это был местный заимствованный кадр, как и Корозорбик, Мальсагов. Вообще была это очень мощная экспедиция. Там как было и Шиллинг был, Евгений Михайлович, и Яковлев пишет о нем, что если бы не он, мы, наверное, бы просто не успели бы оформить все материалы экспедиции. То есть там она была очень дородной, и дело опять-таки в том, что вся информация, которая была ими собрана, она собиралась в живых горах. Поэтому в Васинском ущелье, общества, которые проживали в Васинском ущелье, они были живыми, то есть заселенными. После 1944 года, как ингушей выслали, после этого по возвращении именно Васинского ущелья, общество Васинского ущелья на заселение допущены не были по одной простой причине, даже не по одной, а по паре простых причин. Как я думаю, это отсутствие дороги, потому что, как известно, Васинское ущелье, к которому мы сейчас за час добираемся, ее сделали вот только после создания этой республики нашей ингушской. Соответственно, не было света, энергии. Если мы берем Джейрасское ущелье и Фяпинское ущелье, то там рядом была Изминская ГЭС, и дороги были, можно было с Владикавказа, сейчас тогда с Орджоникидзе, сейчас с Владикавказа заехать, то Асинское ущелье осталось не заселенным по той причине, что власти просто не хотели туда отдельно проводить дорогу, потом тянуть электроэнергию. Это очень, очень затратные цели были. Потом надо было даже содержать для малого количества людей школы, больницы, фельдшерские пункты. Это было все накладно. Поэтому Васинское ущелье выше Оршти просто больше никого не пустили. И все экспедиции, которые были после 23 февраля 1944 года, они все посещали пустые горы, а их информация зиждилась только на информации тех информаторов, которые они брали, как правило, в Джейрасском ущелье. Они далеко не все знали, что, особенно по топонимике и по исследованиям, могли сказать только примерные вещи, иногда сознательно вводя в заблуждение, иногда по незнанию.
Поэтому все материалы, все экспедиции, в том числе и экспедиция а, Грузинской академии наук, Института истории и этнографии под руководством Алексея Рабакидзе, она также посещала горы, наши горы уже в 1968 году вышло его издание, они были, по-моему, 1964 год, если я не ошибаюсь. Вот. Соответственно, они тоже брали информанта в Джейрахском ущелье и, ну, в общем, скажем так, в населенных пунктах долины Терека. И, соответственно, на основании одного информанта, его информации, они, соответственно, и писали, и эти книги получились описательно и глубокие с научной точки зрения, но с точки зрения топонимики именно Асийского ущелья получились неточными, скажем так, мягко скажем, неточными. И то же самое мы прослеживаем в Джейрахе, то есть где у нас Эрзи, соответственно, указано очень много неправильных башен и покосов, и информация прошла неточно. В этой связи как бы для нас очень ценны именно материалы тех экспедиций, научных экспедиций, которые проводились непосредственно в советский период до 1944 года. Почему именно после, скажем, советский период, после революции? Потому что подход был несколько иной, потому что если у нас царское правительство, изучение этнографии шло, в общем-то, описательном и, скорее всего, прикладном военном значении, то чисто именно в советское время, начальный период, шло именно описание с научной точки зрения. И в этом плане Яковлев был застрельщиком, инноватором в этом этнографическом исследовании, потому что основная его идея заключалась в том, что он говорил, что если мы сегодня не запишем, не зафиксируем тот быт и ту этнографию, которая существует на нынешний момент, то в силу того, что советская власть предоставляет мощнейшие импульсы в развитии, мы можем увидеть, что многие вещи в бытии, они исчезают, и уже буквально через 10 полупоколений, 10-12 лет, 12,5 лет мы можем просто потерять всю информацию, которая есть. Поэтому он не просто занимался описанием этнографии, хотя, по сути дела, он больше был лингвист. Он изначально имел целью он хотел создать видеоэнциклопедию всех народов СССР. То есть у него тогда была эта идея, но в силу того, что он был в группе МАРа, Николай Яковлевич Мар был ученый у нас такой, вот, директор Института языкознания. Он попал под репрессии, соответственно, Яковлев тоже попал под репрессии, и его через некоторое время поместили в психиатрическую больницу, где он там, как и планировалось, успешно скончался. Его сын и внучка воспитывался в детдоме, поэтому ни семейных архивов, ничего из этого не сохранилось. Единственное, что там кусками, может быть, осталось где-то в слоях переписки. Вот эта информация, материалы ее, они хранились в Институте Востока народов СССР. Об этом как раз и пишет Евгений Михайлович Шилин в своей статье «Верование ингушей и чеченцев». И он говорит, что они хранятся в архивах Института народов Востока СССР. Этот институт через несколько преобразований, он преобразовался в нынешний институт истории антропологии, по-моему, называется, имени Маклуха Маклая. Моя попытка поработать в архивах, она не удалась, но когда я общался с начальником Кавказского отдела этого института, он сказал, что у них в архивах только материалы после 40-го года, и больше ничего не сохранилось. До 40-го не сохранилось? До 40-го года ничего нет. А Яковлев каких годов?
Это 21-22 год у нас экспедиция была, известнейшая. Причем он включает в нее там имя за именем. Это он руководитель. Второй – это Евгений Михайлович Шилин, профессор, доктор наук. Это и Пожидаев, это и Курзорбик, это еще и две мощные фигуры кабардинской этнографии. Это вот сейчас из головы вылетело, быстро хотел сказать, вылетело из головы. Это и даже фотограф у него был достаточно известный мастер фотографии, фототипии, Марк Гнуни была фамилия, армянин был, Марк Гнуни. То есть это была очень яркая, мощная экспедиция, и они отработали 21 год на равнине, а 22 год они весь отработали в горах. И это причем нам нужно понимать, что у нас в конце 19 года только гражданская война заканчивается, он же здесь. То есть еще последние деникинские корабли там не отошли от Астрахани, не отошли от портов Махачкалы, там на Астрахани куда-то туда бежали. Часть Турции побежала, да, они еще оттуда не убежали все, а здесь уже шла экспедиция. То есть это были люди. Получается, что государство очень было заинтересовано, что здесь прошло. Видишь, государство было заинтересовано не в этом. Дело в том, что планировалось уже строительство СССР, это же была только РФ, и, соответственно, внутри Российской Федерации было очень много народов, и чтобы построить вот это союзное государство, и в том числе РСФСР, необходимо было понимать, где пролегает границы между этносами, естественные границы между этносами всех народов Российской Федерации. Поэтому схожие экспедиции, они отправлялись с этой главной целью, но, соответственно, ученые не могли просто взять и отправить танк, чтобы там, допустим, танковую роту, чтобы они просто взяли какой-то городок. Да? То есть это такая тактическая задача, которую там даже полтанка выполнит. Вот. Ну, это был образ такой не совсем. Да? То есть задачи, узкая задача, которая ставилась, она была ученым того времени слишком некомфортной, и они понимали, что нужно использовать условия для того, чтобы выполнять широчайшие научные задачи, и они и этнографию, и описание, и язык, лингвистику, все это изучали в ходе этих экспедиций. Поэтому они были такими богатыми, такими дородными, такими мощными, такими эффективными.